В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». И я ее ведущая Елена Лолуа. Здравствуйте. 23 июля 1992 года произошло важное историческое событие. Верховный Совет Абхазии, возглавляемый Владиславом Арзенбо, принял закон о новой государственной символике. У народа Абхазии появились такие долгожданные и выстраданные атрибуты, как герб и флаг, символы абхазской государственности. Это событие стало одним из важнейших этапов национально-освободительного движения абхазского народа. Принятие флага и герба происходило в сложной политической обстановке. О том, какие усилия пришлось приложить для этого, мы поговорим с гостем в студии. А пока давайте посмотрим, чем запомнилась уходящая неделя. Зураб Агума, занимавший ранее пост военного прокурора, на очередном заседании сессии парламента в понедельник был избран судьей Верховного суда Абхазии. За него проголосовал 31 депутат из 32 присутствовавших. Первую партию новых бланков абхазских паспортов, 60 тысяч штук, завезут в Абхазию в августе, и предположительно в сентябре начнется выдача абхазских паспортов. По информации представителей Госзнака России Олега Барсукова и Владислава Щербакова, полным ходом идет работа над автоматизированной системой выдачи документов, удостоверяющих личность. Все разговоры о передаче персональных данных граждан Абхазии третьей стороне беспочвенны, подчеркнул в свою очередь первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзенбо. Очень много стран, государств, которые печатают свои паспорта за пределами своей страны. Не везде есть предприятие Госзнак, так скажем так. Более того, очень много государств без ущерба и страха для своего суверенитета и сохранности банка данных о своих гражданах заказывают за рубежом эти системы, им делают, и никаких страхов тут абсолютно нет. Соглашение между Абхазией и Россией о пенсиях внесено в Госдуму, сообщают российские СМИ. Документ предполагает, что размер пенсий граждан России в Абхазии будет соответствовать среднему уровню пенсионного обеспечения в Южном федеральном округе. Это 10 тысяч рублей. Общее число жителей Абхазии, получающих российскую пенсию, 32 154 человека. До сих пор средний размер их пенсий составляет 6 тысяч рублей. Столичные власти приняли решение реорганизовать предприятие «Горсвет» путем его присоединения к СУЭС. Это сделано в целях оптимизации управления, рационального использования местной собственности, контроля качества оказания услуг, применения утвержденных цен и тарифов, сокращения дотационных расходов по обеспечению деятельности этих предприятий и недопущения дублирования функций. Медаль за любовь и верность вручены 4 семейным парам, которые прожили в браке более 25 лет. Медаль вверяется семьям, которые стали примером того, как надо строить отношения и воспитывать детей, сказал посол России в Абхазии Семен Григорьев на церемонии награждения семейных пар, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Медаль за супружеское долголетие была учреждена в России в 2008 году. В Абхазии эта общественная акция проводится с 2009 года. 23 июля начался рабочий визит президента Абхазии Рауля Хаджиба в Татарстан. В аэропорту Казани главу республики встретили спикер парламента Татарстана и другие официальные лица. Президент встретился с временно исполняющим обязанности президента Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в формате 1 на 1, после чего прошли переговоры делегации Абхазии с руководством Татарстана в расширенном составе. Рауль Хаджиба также посетил учебно-лабораторный кампус Института фундаментальной медицины и биологии и Казанский федеральный университет. В Татарстане открыты индустриальные площадки, созданы особые экономические зоны, технопарки и Иннополис. Это то, что интересно для Абхазии, сказал Рауль Хаджиба. Наиболее интересными направлениями для сотрудничества Татарстана и Абхазии являются строительство, медицина, образование, гидроэнергетика и туризм, заявил Рустам Минниханов. Он выразил уверенность, что в ближайшее время Татарстан и Абхазия смогут документально закрепить намерения о сотрудничестве. Но уже достигнута договоренность создать рабочие группы, которые будут прорабатывать приоритетные направления сотрудничества двух республик. День государственного флага республики 23 июля Абхазия отметила народными гуляниями. Государственный флаг был утвержден Верховным Советом Республики 23 июля 1992 года. Общественность республики, односельчане, школьники возложили цветы к могиле автора государственной символики, художника Валерия Гамгия в селе Кутол. Валерий Гамгия ушел из жизни в 1992 году в возрасте 48 лет. С Днем государственного флага республики народ Абхазии поздравил президент Рауль Хаджиба. Государственный флаг стал знаменем наших побед на полях сражений и успехов в деле создания суверенного независимого государства, отметил он в поздравлении. В рамках празднования Дня государственного флага в парке у Абхазского драматического театра были организованы выставка национальных ремесел и традиционных
традиционной кухни. А завершились народные гуляния на набережной Сухума салютом. Центр стратегических исследований провел социологический опрос среди абхазской диаспоры за рубежом и репатриантов по различным вопросам репатриации. Исследования проводились с 8 по 25 июня 2015 года в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Было опрошено около 2500 человек. Сотрудники ЦСИ и Госкомитета по репатриации обсудили результаты этого исследования в ходе круглого стола 23 июля. По итогам исследования всего 18% опрошенных хотят вернуться на свою историческую родину. По мнению участников круглого стола, это связано в том числе и со слабой работой диаспоры. Кроме того, есть проблемы с обеспечением репатриантов жильем и работой. Управлением общего надзора Генеральной прокуратуры в Сухуме выявлены и утилизированы продукты питания с истекшим сроком годности. 6 физических и юридических лиц, осуществлявших свою деятельность в нарушение закона о защите прав потребителей в части реализации и хранения просроченных продуктов питания, были оштрафованы. Деятельность 2 торговых объектов приостановлена. Проверка других торговых точек будет продолжена. Это были основные новости недели, а сейчас вернемся к главной теме нашей программы празднованию Дня государственного флага. Гость нашей студии сегодня – поэт, генеральный секретарь Международной ассоциации абхазо-абазинского народа Геннадий Алами. Здравствуйте, Геннадий Шаликович. Здравствуйте. Перед тем, как начать наш разговор, давайте посмотрим, в какой атмосфере происходило празднование Дня флага республики. 23 июля 23 года исполнилось современному государственному флагу Республики Абхазия. Главные символы независимости нашей республики, герб и флаг, создавались в сложное политическое время. Патриоты во главе с Валерием Ганге, автором флага, работали над ним, вопреки угрозам со стороны Грузии. День утверждения государственной символики на заседании сессии Верховного Совета стал национальным праздником, днем, вошедшим в историю. Во всех городах и районах прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню государственного флага. Основные праздничные мероприятия в Сухуме, организованные Государственным комитетом по молодежной политике и администрации столицы, сосредоточились на набережной Махаджиров. Праздник начался с этнографической выставки в парке имени Баграта Шинкупа. На площадках национального ремесла и традиционной кухни побывали много горожан и гостей столицы. Экспонаты Государственного музея, этносувениры, дегустация абхазского вина и чая и даже мастер-класс по созданию глиняных изделий прямо на набережной – все это передавало атмосферу праздника. Взрослые и дети, одетые в традиционную абхазскую одежду, яства национальной кухни, которыми девушки в этнокостюмах угощали прохожих, и практически у каждого в руке был главный символ праздника – абхазский флаг. Мы с вами отмечаем День флага нашей страны, нашей республики. Флаг, который завоеван кровью и трудом. Я хотел бы пожелать нашему народу счастья, здоровья, чтобы мы с вами в дальнейшем радовались жизни. В этот праздник каждый, от мала до велика, старается преобразиться и окунуться в эту атмосферу. Не секрет, что девушки по-особому готовятся к празднованию Дня флага. Уже несколько лет в этот день они наряжаются в традиционный абхазский костюм, который заранее берут на прокат, либо заказывают у дизайнеров одежды. Я думаю, что этот праздник, День флага и герба и гимна, который мы празднуем 23 июля, очень большое значение играет в жизни абхазской молодежи, поскольку таким способом мы можем проявить свою любовь к родине, к национальной культуре, к языку. У Колорадо был организован концерт с участием национальных танцевальных и вокальных коллективов, а также артистов абхазской эстрады. Позитивное настроение, царившее в столице, передавали журналисты в прямом эфире абхазского телевидения. Празднование Дня флага в столице завершилось шествием с главным символом этого дня, а огни фейерверка озарили набережную Махаджиров. В Москве был праздник такой на ВДНХ, на павильоне, но, к сожалению, я на него не попала. Я сама из Москвы, но я абхазского происхождения, и я очень рада, что мой отдых совпал с этим праздником, и я тут смогу на нем присутствовать. Для меня это традиция, каждый год с внуком выхожу на этот праздник и с удовольствием наблюдаем за всеми теми событиями, которые тут происходят. День государственного флага республики широко отметили не только в Абхазии. Мероприятия были организованы абхазской диаспорой в Москве и Турции. День государственного флага отметили и в Черкесске. Телемост связал Сухум и Черкесск. Также нам радостно видеть вас и слышать вас в столь чудесный прекрасный день. Как ваше настроение? Как что слышно вас... нас? Вас чудесно слышно. А нас?
К вечеру в честь праздника на одной из площадей Черкесска в рамках фестиваля «Народа База» состоялся концерт. Звучали абазинские и абхазские песни, исполнялись национальные танцы. Флаг для нашего народа – это не просто атрибут государства, это символ свободы и знамя победы. Отрадно, что с каждым годом все больше молодых людей принимают участие в праздновании этого дня. Амра Амичба, Абхазское телевидение. Законодательные акты о государственном гербе и флаге были приняты Верховным Советом 23 июля 1992 года. До начала войны оставалось всего ничего 20 дней. В Верховном Совете происходила напряженная борьба за нынешний вариант государственной символики. Этому противостояли грузинские власти и им сочувствующие. Вы были депутатом Верховного Совета. Расскажите, как все происходило? Дело в том, что мы не в тот день, они знали о том, что этот флаг готов, герб готов. Но этот день, когда мы вынесли уже на сессию и утвердили. До этого шла и борьба, и противостояние, все это было. Они выступали против. Они знали о том, что в этот день еще будет наше возвращение к Конституции 25 года, который фактически уже мы абсолютно не могли говорить о том, что мы, не имея никаких отношений государственных с Грузией, в 20-х годах мы имели Конституцию, когда мы были в договорных отношениях с Грузией, и раз мы возвращаемся, то получается, что мы уже, в отличие от Конституции 1978 года, мы уже самостоятельное государство, независимое государство, которое может заключить и новый договор и с Грузией, и с другими странами. Это не закрывало путь. Вот, кстати, мы всегда говорим о том, что в тот день мы не объявили о разрыве, полном разрыве с Грузией, а мы сказали о том, что мы есть мы, и мы можем заключить уже договор с Грузией. Это тоже было готово, готовилось. Все готовилось. И флаг заранее, конечно, флаг за один день не был создан, ни герб, ни флаг. Работал над гербом и флагом не только Валерий Гамге, многие художники работали, но в основном работал он уже после первого этапа конкурса, уже он и дорабатывал, и готовил уже к этой сессии флаг и герб Валерий Гамге, художник наш. Председатель Верховного Совета, первый президент Абхазии Владислав Арзынба лично обсуждал каждый элемент герба и флага с художником Валерием Гамге. И вот расскажите, почему именно этот вариант был выбран? У нас какая была идея? Идея была такая, что раз мы о государственном объединении не шла речь, допустим, с республиками Северного Кавказа, но быть в едином пространстве политическом, экономическом, это была главная идея. Ну и мы считали, что флаг может быть наш общий, и ничего это ни у кого не вызовет никакого отторжения или там тревоги, что мы там куда-то собираемся, там, тогда еще и СССР был, выходить из состава или такого, чтобы не было. Было решено объяснить это, что у нас флаг, вот полотнище будет флаг взят из того флага, а вот в углу, вот у нас абхазский флаг, наш национальный флаг, а там, допустим, Адыгея, там будет адыгский флаг, там будет, допустим, черкесский флаг, кабардинский, хотя они одинаковые флаги, этот флаг со стрелами, зеленый флаг со стрелами, это общий флаг. Это национальные флаги, и осетинский, и чеченский дальше. В углу будут такие. У нас таким образом мы какое-то объединение, символическое объединение совершилось. Эта идея была ухвачена Валерием Гамге, была поддержана, эскиз был поддержан Владиславом Арзынбой. Вообще я могу сказать, что во всей символике, вот то, что было создано, и гербы, и герб, и флаг, и ордена, и потом уже и гимн, вот, что он соавтор всего этого. Это не преувеличение, потому что без его ценных замечаний, там это все, ничего не делалось. Даже вот слова, вроде бы, он не поэт, но вот слова
Я во многом он так улавливал такие нюансы, которые я, допустим, как поэт упустил, а он это замечал, и очень много было изменено в этих словах. И сама идея, она была такова, это касалось и флага, и герба, и потом уже и гимна, что мы на голом месте не строим государство, мы не начинаем нашу историю с чистого листа. Нашей государственности 1200 лет, это все должно быть отражено во всех этих символах государства. Давайте вернемся к 23 июля. Как происходило это заседание Верховного Совета? Что этому предшествовало? Атмосферу передайте, пожалуйста, этого дня. Атмосфера, все знали о том, что это произойдет. И все были готовы. Это надо было просто снимать. Может, кто-то и снимал. Зал надо было снимать, реакцию зала. А половина, больше половины, потому что туда пришли еще и другие айтглеровцы, там много было болельщиков, или там как их назвать. И были те недоброжелатели, и они тоже с собой привели там людей. Был зал полный. И надо, когда вынесли этот флаг, вот это я помню, я не на флаг смотрел, потому что флаг я видел, знал, как его шили там в Доме мод, как это все было. Это тоже целая история. А здесь я смотрел на лица, на реакцию зала. Половина, будем говорить, больше половины зала, счастье на лицах, там, радость, все. А другая, как будто что-то вынесли, на похороны чего-то им дорогого. А в данном случае, что они теряют Абхазию вдруг для себя, они посчитали, что с появлением этого флага Абхазия для них умирает. Момент был, конечно, больше, чем исторический. Это не только истории касалось и настоящего, касалось будущего, и поэтому мы были очень все взволнованы, и когда это все завершилось, это надо было видеть, потом я посмотрел, и надо было видеть, как сам Ардзен посмотрел на этот флаг, когда вынесли, как он смотрел, и это то же самое я помню, когда опять я возвращаюсь к гимну, когда мы записали этот гимн, в Татарстане, кстати, записали первую запись, он крутил всем. Кто приходит к нему, этот гимн крутил. Даже помню Пастухов, он ему поставил, тот выслушал, да, говорит, этот гимн, говорит, не такую маленькую страну, это на весь Китай, может быть. Вы уже об этом говорили. Верховному Совету пришлось принять постановление об отмене Конституции Абхазской ССР 1978 года и вернуться к Конституции 1925 года, где Абхазия с Грузией находились в договорных отношениях, и тут уже не требовалось квалифицированного большинства при голосовании. Да. Как голосование происходило? Голосование как? Там могло не хватить одного голоса, двух голосов. Такое тоже было. Помню, как приходилось работать с каждым депутатом. Там же не только абхазы, грузины были, да, и другие. Хотя к тому времени уже благодаря деятельности Народного форума уже у нас все негрузинское население, оно уже было объединено. Там у нас было движение «Союз», там все это остальное, русскоязычные, армяне Крунг, организация, которую возглавлял Альберто Паган, уже было единство, и поэтому большинство оно получилось. Не без труда, но получилось. Ты сказала, что пришлось. Не пришлось это. Я даже неправильно выразилась. Нет. Да. Это можно и так сказать, но пришлось, может. А если вообще ничего не было, нужно было это просто необходимо было. В этом нас убедил еще Юрий Калмыков, великий юрист, наш друг. Он был в курсе, и он сказал, что это необходимо, потому что в любом другом случае, когда Грузия уже объявит себя, как она не называет, неделимой, единой, тогда уже
любые вопросы абхазские очень трудно будет решать. И ждать помощи извне не придется, потому что это будет вмешательство в внутренние дела государства. Ну, много таких факторов. 23 числа приняли флаг, герб, и пришли к Конституции. На 24-го мы были уже в Турции. А понимаете, во главе с Арзенбом. И там вся Турция, так я могу сейчас сказать, потому что то, что было видно, была вся она в этих флагах. Мы еще не приняли, они уже знают о том, что мы это должны принять, и там эти флаги... То есть они успели уже сшить? За один день уже там везде, куда бы ты ни приехал, где бы ты ни проезжал, там были одни абхазские флаги. Грузинская общественность, как правило, очень бурно реагировала на менее значимые решения Верховного Совета, проводила митинги, акции протеста. А тут вот такое решение принято. Но 24 июля в Сухуми было все спокойно. Не вызвало ли это у вас беспокойство? Мы 24-го, я говорю, мы были там. И это, кстати, тоже были люди, которые говорили о том, что стоит ли ехать сейчас в такое, это принять и уехать. Арзенб поехал туда показать миру, не только грузинам. Это было слишком мелко все, там назло грузинам делать. Всему миру, что мы не одни, что нас не 100 тысяч, а нас много. И что в случае чего мы будем вместе. Так и получилось. Да, я до сих пор помню этот визит его, когда он еще не был главой государства отдельного. Он был принят как глава государства. Это благодаря народу, не потому что турецкое руководство так хотело. А когда они увидели, как народ встал, а народ там не только абхазы, там и адыги, и все остальные, все наши братья, они поняли, что если они не поддержат, то они будут иметь большие проблемы у себя в стране. Ты правильно заметила, то, что не было бурной реакции, шума там после всего этого. Это явно было. Они уже поняли, что мы уже ушли. Уже надо было не этими митингами, там, и выступлениями, криками, а уже надо было решить, уже тем, чем они решили подумали решить этот вопрос походом. Абхазский народ как отреагировал на новость о том, что принята государственная символика, что в Сухуми происходило? Словами не могу передать. День был радостный, счастливый день Хотя, тревога, она где-то витала в воздухе, тревога, что это не так просто может и не кончиться, но это не затушевывало этой радости, которым были охвачены все люди. Законом устанавливаются случаи постоянного и временного использования государственной символики, но в законе ничего не говорится об использовании изображения флага в коммерческих целях. Вообще, как вы считаете, уместно ли государственную символику использовать на материальных предметах, например, обуви, одежды? Как вы к этому категорически относитесь? Против. Я против категорически. Подняла шум сестра Валерия Гамги, когда она увидела изображение флага на ковре у одного большого начальника. Ни в коем случае. Если ты это видишь на ковре, на тапочках, а потом видишь над резиденцией президента или над могилой общей нашей парка славы, где-то там, просто можно назвать это одним словом кощунство. Законодательно это как-то надо все упорядочить, иначе... Это, да, это обязательно нужно. Потому что, и то же самое с гербом, это не только флаг. О гимне я вообще не говорю, потому что я вдруг вижу в одном ателье, вижу в рамке слова гимна. Я прочитал и пришел в ужас. Абсолютно, как попал, абсолютно, не знаю, кому как нравится, переделывают слова, переставляют все. Я убрал это все. Убрал, потому что, хотя в Конституции там слова приведены, там все, никто не утруждает себя
смотреть на это, они просто откуда-то берут и продают. Вот уже несколько лет, 23 июля, это праздничный в абхазском календаре. Как вы оцениваете уровень подготовки к этому празднику? Понятно, что нужны народные гуляния, концерты, ярмарки, фотовыставки. Что еще нужно привнести вот в праздник этот? Когда подходит этот праздничный день, накануне начинают звонить, и приглашают на радио, на телевидение вот тех людей, которые участвовали в принятии этого флага. Кто знает про это? Это только в преддверии этого дня. Мы-то уйдем, а надо сейчас сегодня уже думать о вечном. Как вот эту память и вообще вот это сохранить. Да, надо вот такие мероприятия проводить. Это, вот правильно ты сказал, и конкурсы, и круглые столы, и викторины. Сейчас я не могу, я затрудняюсь, что можно сделать. Ничего лишнего не будет. В этом вопросе надо делать все. И гулять, и народное гуляние пусть будет, и концерты пусть будут, но главное, это не накануне дня или в день принятия флага, это должно быть круглосуточно, это должно быть работой круглогодичной. Валерий Гамги, который создал это, он не просто художник, который создал флаг и герб, он был человек, который стоял у создания Народного форума Абхазии. Он активный участник всего, что происходило, и письма, и все остальное, и выступления, он всегда был в первых рядах. Он умер во время войны, был похоронен в селе Дурипш у родственников. А после войны мы решили его перезахоронить в родном селе. Взяли вертолет, его друзей, мы погрузили гроб. С его телом сели в Лыхны, везде, где его работает, там, где могли, сажали вертолет, чтобы попрощался со своими работами. А где не могли, просто снижались. Вот так его через всю Абхазию, Члоу, кстати, его работы, привезли и похоронили в селе Кутол. А о нем должны знать дети. Это был очень красивый, очень талантливый, смелый человек. Геннадий Шарикович, спасибо вам за интересную беседу и за то, что поделились с нами вот такими ценными воспоминаниями. Спасибо тебе. Спасибо. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в студии был поэт, генеральный секретарь Международной ассоциации абхазо-абазинского народа Геннадий Алами. Мы продолжаем выпуск. Продолжается рабочий визит президента Рауля Хаджимба в Республику Татарстан. Глава государства ознакомился с деятельностью агропромышленного комплекса «Казань» и IT-парка. Рауль Хаджимба также принял участие в красочной церемонии открытия 16-го чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года. Это мировое первенство впервые проходит в России. В нем, как ожидается, примут участие спортсмены из 190 стран. В столицу Татарстана на церемонию открытия приехал и президент России Владимир Путин. Из Казани с подробностями наши корреспонденты. От фермера к потребителю без посредников. Такова здесь система торговли, которая позволяет сельхозпроизводителю получить все условия для создания успешного бизнеса, а покупателю выиграть в цене и качестве продуктов. Деятельность агропромышленного комплекса «Казань» направлена на развитие малых и средних форм предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства. Официальная делегация Республики Абхазия во главе с президентом Раулем Хаджимба ознакомилась и с деятельностью технопарка и IT-потенциалом республики. Директор IT-парка Антон Грачев рассказал гостям из Абхазии о достижениях парка, его инфраструктуре, о работе бизнес-инкубатора. Концепция вообще реализована в России была впервые в пилотном таком режиме, и она себя оправдала, потому что в 2010 году здесь уже не осталось свободных мест. То есть все компании просто-напросто оккупировали это здание, они еще на тот момент были небольшими. За эти 4 года они выросли значительно, если на цифры посмотреть. В 2010 году почти все компании, которые сегодня находятся здесь, они были уже в эти парке. И в 2010-м их суммарная выручка за год была 0,7 миллиардов. Парк ориентирован на малый и средний бизнес, работающий в сфере разработки программного обеспечения. О действующей системе электронных государственных услуг в Татарстане проинформировал замминистра информатизации и связи республики Тимур Зарипов. Там у нас сейчас более 200 услуг. Также есть информаты.
для тех, у кого дома нет компьютеров. Они стоят в метро, в торговых центрах, везде, где люди собираются. Есть мобильное приложение, конечно, и есть круглосуточно работающий в этом здании на втором этаже контакт-центр, куда можно звонить. Особый интерес у членов абхазской делегации вызвали проект «Народный контроль», информационный ресурс, который принимает обращения граждан об улучшении городской инфраструктуры, и народный инспектор видеосвидетельства о нарушении ПДД. Следующим пунктом посещения стал Казанский ипподром, но приехали не на скачки, а познакомиться с лошадью, которую президент Татарстана подарил Раулю Хаджимба еще в ходе рабочего визита премьер-министра Абхазии Артура Миквабия в Казань. Фаренгейт, именно так зовут жеребца, сразу узнал своего хозяина. В столице Татарстана состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по водным видам спорта 2015. Президент Абхазии Рауль Хаджимба был в числе почетных гостей мероприятия. Стадион Татнефть-Арена на несколько часов превратился в подводную сказку. Главную роль в спектакле сыграла вода. Она же являлась лицом и символом всего происходящего. Ее важность и значимость была подчеркнута артистами, режиссерами, постановщиками в ходе всего шоу. Открывал чемпионат президент России Владимир Путин. На турнир съехались почти 2500 спортсменов из 190 стран. Соревнования продлятся до 16 августа, а уже сегодня разыгрываются первые комплекты наград. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение, Татарстан, Казань. Рауль Хаджимба также посетил особую экономическую зону Алабуга. ОС Алабуга создана в 2006 году и предоставляет инвесторам полностью подготовленную промышленную, инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуры, а также ряд налоговых и таможенных льгот. Перед визитом в Алабугу президент дал интервью нашему каналу, в котором подвел некоторые итоги рабочей поездки в Татарстан. Интервью смотрите сразу после программы «События недели». К другим новостям. Премьер-министр Артур Микваби осмотрел ход ремонтно-восстановительных работ центральной трассы в районе села Верхняя Шера. Напомним, этот участок дороги смыло вследствие ливневых дождей, прошедших в предгорье Сухума и Сухумского района 11 июля. В инспекционной поездке премьер-министра Артура Микваби сопровождали гендиректор госкомпании «Абхазавтодор» Леонид Лолу и начальник управления капитального строительства Беслан Агарба. Понимание есть, как это делать. Сегодня я приехал еще посмотреть и убедиться в том, что те решения, которые они принимают, это правильно. По оценке специалистов, со стороны обвала необходимо построить подпорную стену протяженностью 70 метров. Сейчас на данном участке идут работы по расширению неповрежденной дорожной полосы, чтобы движение не останавливалось и на ней могли разъехаться машины в обе стороны. А движение в летний курортный сезон плотное. Здесь круглосуточно дежурит наряд милиции, следящий за безопасностью и регулирующий движение. Своевременно выставлены защитные ограждения, а в ночное время работают предупреждающие огни. В ходе ремонтных работ по расширению полосы строители обнаружили трубу, по которой должны были бы стекаться селевые потоки, но она была забита другой трубой меньшего диаметра. Строилась здесь, видимо, труба, которая диаметр у нее такой, там 2 на 2. Это солидная, 4 квадратных метра для пропуска воды. Теперь мы ее раскопали. Кто-то когда-то, в какое-то время закрыл это 2 на 2, ставили туда трубу круглую, почти даже не метровую, а только 0,8. Безусловно, она забилась, воды некуда было идти, и все. Сейчас мы ее раскопали, убираем, сделаем приемник как положено. Право на проведение строительных работ будет предоставлено компании, которая выиграет тендер. Генеральным заказчиком выступит управление по капитальному строительству, а генподрядчиком Абхазавтодор. Амрамич Бельдар Дамиров, Абхазское телевидение. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе в это же самое время. До свидания. Рауль Джумкович, за время своего пребывания в Республике Татарстан вы провели ряд встреч на государственном уровне, посетили много объектов. Что мы можем извлечь из этого? Вы знаете, действительно, очень многое можно извлечь из этой поездки, от встреч с руководством Татарстана, от увиденного в Татарстане, побывав на тех или иных объектах. Но самое главное, мы должны хотеть измениться. Мы должны понять, что если не мы, то никто другой ничего не сделает. А
нам готовы помочь в различных направлениях. Мы видели вчера, какой уровень работ проводится в агропромышленном секторе Татарстана. Это совершенно новые подходы. И они готовы с нами работать в этом направлении. Есть вопросы, связанные с теми новыми подходами в работе правительства Татарстана. Это электронное правительство. Нет того объема бумажных документов. Единые центры. Создание соответствующих условий продвижения тех или иных экономических проектов, продвижение программ, их реализация. Мы были вчера вот в IT-парке. Это уникальнейшее учреждение, которое позволяет, начиная от самого молодого, юного возраста, прорабатывать те или иные проекты и внедрять их в жизнь, получать за это уже определенные дивиденды. Будучи молодыми людьми, вовлеченными в бизнес, это дорого стоит. Что касается вопросов экономических зон, Татарстан лидирует на постсоветском пространстве и в России по созданию таких экономических зон. И нам следует хорошо изучить эту работу здесь. И я не сомневаюсь, мы могли бы у себя применить вот эти возможности. Сегодня практически руководство Татарстана с теми, с кем мы встречались, людьми, они готовы нам помогать и в этих вопросах. Ну, тем более, что у нас очень добрые и давние отношения, и руководство Татарстана в лице и президента, и бывшего руководителя Татарстана, уважаемого и в Абхазии человека, Шеймиева. Я думаю, что вот благодаря общим усилиям, как с одной, так и с другой стороны, в Абхазии многое что можно будет изменить. Хочу еще раз заметить, эти добрые отношения сложились у нас уже давно. Татарстан первой протянула руку помощи нам после войны. В 1994 году был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. В последующем, в 1997 году, было принято постановление правительства Татарстана об оказании нам гуманитарной помощи. В последующем, я насколько помню, в 2014 году были заключены соответствующие договора между торгово-промышленными палатами. И сегодня наша активная работа по изучению опыта Татарстана, я не сомневаюсь, даст соответствующий положительный результат и для нас самих. А можно ли на данном этапе говорить о каких-то конкретных планах? Какие сферы являются для нас более приоритетными? Ну, в разговоре с президентом Татарстана мы обговорили возможность создания буквально в ближайшие дни рабочей группы. Рабочая группа позволит нам активно определить те основные направления, которые будут важны для нас. Мы проговорили, таковыми направлениями является агропромышленный сектор, вопросы туризма, вопросы технологий, того опыта, который есть у Татарстана, это электронное правительство, создание единого центра для снятия многих бюрократических препон. И сторона абхазская должна активно использовать возможности, которые сегодня предоставляет нам Татарстан. А это ваша первая поездка в Казань. Каковы ваши впечатления о городе? Я бывал здесь в 80-е годы, будучи еще студентом, ездил сюда в строительные отряды. Так что и частица моего труда есть здесь, в этой республике. Но Татарстан 80-х годов и сегодняшний, и тем более столица Татарстана, это разительные отличия. Но Татарстан, по-моему, далеко ушел и от остальных субъектов Российской Федерации. Столица, вы сами видели, это большой город. Проживает больше миллиона людей. Но все настолько организовано. Здесь практически не увидишь ни пробок, ни каких-либо таких больших скоплений, сутолоки.
очень уютный и красивый город. И хотелось бы, чтобы вот тот опыт работ, который есть здесь, у них сложился. Конечно, Абхазия небольшое государство, но многое можно, что было бы применить вот к нашим условиям из того опыта, который есть. В ходе визита вашего здесь проходила церемония открытия чемпионата мира по водным видам спорта. Вы были в числе почетных гостей этого мероприятия по приглашению президента Татарстана. Каковы ваши впечатления от увиденного, от этого мероприятия? Ну, я думаю, что это не только для меня, а для всей России и для всех гостей, которые побывали здесь. Это 16-й чемпионат мира по водным видам спорта. Это было грандиозное шоу, ну, наверное, сравнимое с открытием Олимпиады. И вы сами были участниками этого шоу. Красивейшее мероприятие, четкая организация. Я думаю, те, кто был на этом шоу, получили массу удовольствия. В завершение нашей беседы я все-таки хотел бы остановиться на том, что Абхазия и Татарстан очень близки. И эта близость сложилась благодаря тем отношениям, которые были в период развала Советского Союза и начала новой эры для самой России, для постсоветского пространства. Те личные отношения руководителя Татарстана, тогдашнего руководителя Шаймиева и Ардзинба позволили выстроить совершенно новые отношения в тот период, тяжелейший период. И вот сегодня вот эти отношения продолжаются. И важно то, что это было отмечено и самим Шаймиевым, и новым уже руководителем нового поколения. Я не сомневаюсь, что вот эти отношения должны быть продолжены, независимо от того, кто будет в Татарстане в последующие годы и кто будет в Абхазии. Эти отношения должны укрепляться.